В эфире новости, в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер прямо сейчас в нашем выпуске. Год ожидания. Завершилось расследование дела против сотрудницы РОВД, которая насмерть избила 18-летнюю жительницу Нижнегорского. 29-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. В Крыму реконструировали один из боев советских войск. За 30 лет существования в поселке компактного проживания в районе маршала Жукова впервые появилась техника службы автодорог. Ветхое здание, нехватка учебных помещений. Какие еще проблемы есть в школе с крымско-татарским языком обучения в Советском районе? Об этом и не только прямо сейчас расскажут наши корреспонденты. Завершено расследование уголовного дела против сотрудницы РОВД, которая весной прошлого года насмерть избила 18-летнюю жительницу Нижнегорского района. Об этом сообщают в пресс-службе Крымского следкома. Против обвиняемой возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека». Дело направлено в суд. Напомним, вечером 7 марта 2017 года Диана Басирова возвращалась домой. Девушка двигалась по обочине на велосипеде. Ее сбила сотрудница полиции, которая управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Диана скончалась на месте происшествия. Бывшей сотруднице полиции грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Сегодня в России отмечается 29-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. На Ангарском полигоне состоялась реконструкция боя советских войск. Показательный фрагмент захвата маджахедов видел своими глазами Энвер Аблязис. Советские солдаты захватывают горное ущелье. В операции задействованы танки и вертолеты. Главная цель – окружить и обезоружить противника. 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Дату, которую помнит, наверное, каждый советский гражданин. Память, которую пытаются передать нынешнему поколению. На этом поле армейцы отразили картину одной из самых страшных битв, происходивших в Демократической Республике Афганистан. В Симферопольском районе на Ангарском полигоне состоялась реконструкция одного из боев советских войск в Афганистане. Дата выбрана не случайно. Ровно 29 лет назад последняя колонна наших войск покинула горную страну и песчаные пустыни. Сегодня солдаты срочной службы провели показательный фрагмент захвата маджахедов. Точно так же, как тогда, в далеком 85-м. Для молодых это просто прочитанная страница. Для нас, конечно, это кровь, пот, соль на гимнастерках. То есть это мы прошли сами. И вот хочется действительно передать это молодежи. Война — это всегда горе, это беда, поэтому как бы ее вспоминать не хочется. Ну, боевые действия — это есть боевые действия. Сложное и кровавое противостояние, которое запомнилось ветеранам на всю жизнь. Трудно даже просто вспоминать о временах и событиях горного Афганистана. Ну, грубо говоря, это 85-й год. Остальное я провел время в госпитале. Полгода провалялся в постели. Каждая война несет какие-то потери, какое-то горе. То есть об этой войне, я пытаюсь умалчивать. Реконструкцию боя воспроизвели в 30 минутах. Однако там, в середине 80-х, операция по захвату тренировочного лагеря пуштунов длилась около 2 недель. Потери были неизбежны. Мы понимаем, насколько важен тот подвиг тех же воинов-интернационалистов, которые, как показывает история, не зря выполняли свой долг в Республике Афганистан. Мы видим, что творится сегодня в Сирии. Это все те же угрозы Запада, которые в свое время воспитали тех же террористов в Афганистане. Сейчас они воюют в Сирии. Мы стараемся максимально быть приближены к истории. Именно соблюдать тех людей, очевидцев, участников тех событий, как это происходило, обобщать это мнение и вырабатывать сценарий. Сотни студентов, ветераны войны, музыкальная группа и представители власти, танки, БТРы, автоматы и пушки, костюмы кабульских племен и выстрелы ракет. Полигон собрал всех неравнодушных, чтобы напомнить о периоде активных боевых действий, о героях, которых нельзя забывать. Энвер Аблязис, Эрвин Эмиралиев, телеканал Миллет. Открытие нового памятника воинам-интернационалистам, а также митинг, посвященный годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, прошел в Бахчисарае. Минутой молчания участники митинга почтили память тех, кто не вернулся из Афганистана, а после возложили венки и цветы у подножия мемориала к фигуре советского десантника. Хотелось бы, конечно, пожелать всем, кто сегодня вернулся
живым, кому повезло воле судьбы, остались живыми, чтобы было крепкое здоровье, знаете, долгих лет жизни. И на их примере, чтобы наша молодежь всегда росла и понимала, что если коснется, что вот есть пример своего брата, который даже не на своей территории, а защищая интересы другого государства, выполнил свой торнадный долг с честью. В микрорайоне маршала Жукова начали засыпать щебнем дороги. За 30 лет существования Нижнего плато, так называется место компактного проживания крымских татар, здесь впервые появилась техника службы автодорог. Какие участки подлежат ремонту, выясняла наша съемочная группа. За моей спиной работает вовсю тяжелая техника. Этот грейдер равняет щебень по всей дороге. Подсыпка – это всего временное решение, но тем не менее, благодаря ней жители смогут спокойно добираться на работу. Тяжелая техника и фуры, груженные щебнем, здесь с утра работы ведутся на главной улице Бахлама, что в переводе означает «связующая». Символично, ведь это главная артерия поселка. 27 лет ходили в этой грязи. Все люди знают, все помнят, как было тяжело. Эту улицу мы назвали Бахлама. На сегодняшний день здесь высыпают щебень. Руслан Исмаилович отправил трактор, грейдер. Спасибо большое. Теперь мы будем ходить в чистой обуви. В поселке проживает больше 2000 человек. Привыкли уже выезжать в город со сменой пары обуви. До остановки в галошах, дальше туфли. Размах бедствия всегда зависит от количества осадков. Представители местных ТОСов за помощью обратились к депутату Госдумы Руслану Бальбеку. Служба автомобильных дорог, там где-то силами города будут выделять технику бесплатно. То есть я предоставляю топливо на внебюджетные средства. В течение недели парламентарий организовал работу местных органов власти, службы автодорог, а владельцы карьеров помогли с щебнем. Так закатали первые 700 метров дороги. Вот шкурала, вот хоть что-то начали, порядок проводить, сыпку делать. Хоть мы по грязи этому не будут наши дети ходить. Местные власти уже приступили к отсыпке следующей дороги и проектированию ливневых систем. На это из бюджета выделят 30 миллионов рублей. Привезено 8 единиц техники, большегрузные высыпаны, отсыпан щебень, гравием получают. И сегодня служба дорог Крыма нам помогает. Здесь задействована техника, вот этот грейдер, и ведутся, так скажем, работы по укладке щебневого покрова на этой улице, в районе Дубки. На улице Бахлама, да. В 2018 году поселок ждет ряд преобразований. Полным ходом в рамках федеральной целевой программы идет строительство нового детского сада, который будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Кроме того, за счет муниципального бюджета реконструируют поле для мини-гольфа стоимостью в 5 миллионов рублей. Арзы Хасьянова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Сергей Аксенов посетил открывшийся в Симферополе Международный центр для детей с нарушением речи и поведения. Глава республики отметил, что полуостров возвращает себе славу всероссийской детской здравницы. В ходе мероприятия Сергей Аксенов осмотрел помещение детского центра. Это залы адаптации, мотивации, игры, сенсорно-игровую комнату. Центр только открылся, а обращения уже есть не только крымских родителей. На реабилитацию сюда хотят приехать из США, Германии, Англии и Латвии. Гордимся, да, что открывают нас ведущие специалисты страны, открывают здесь центры, поэтому вот дети, тяжелые дети, которые с отклонениями и дефектами речи, то есть смогут найти здесь поддержку. Так что, спасибо, что выбрали Крым, работали здесь. Спасибо, будем развиваться, только в Крыму остаемся. Нашим детям здоровья. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Успехов, спасибо. Международный центр Марианы Лынской работает по 4 основным направлениям. Это диагностика развития детей, имеющих нарушения в развитии, индивидуальные и групповые занятия с детьми, семинары и тренинги для родителей, а также обучение специалистов. Еще один центр открылся в Крыму, называется он «Лаборатория безопасности». Заниматься здесь будут профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Как отмечают специалисты, лаборатория безопасности и детские городки дают детям возможность ознакомиться с правилами дорожного движения и не допустить в них ошибок. В мероприятии принял участие глава Крыма. Он отметил важность федерального проекта, который реализуется по поручению президента Российской Федерации. Я думаю, что это поможет всем ребятам лучше знать правила дорожного движения, избавить от беспокойства своих родителей, ну и самим быть готовым к нормальной взрослой жизни. Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров совместно с вице-премьером крымского правительства Виталием Нахлупиным посетили ряд строящихся объектов федеральной целевой программы в городах Саки и Евпатории. Как ведется строительство и на каком этапе социально важные объекты, оценил и наш корреспондент Асан Абибулаев.
Сейчас мы находимся на месте строительства новой набережной в городе Саки. Его планируют закончить в 2019 году. Совсем скоро у легендарного лечебного города появится новый привлекательный объект. Здесь трудятся больше сотни рабочих. Задействовано 19 единиц тяжелой техники. Однако оказалось в прямом смысле и не без подводных камней. Строительство может затянуться на полгода из-за сложной геологии. Вода с озера просачивается в почву, и грунт превращается в грязь. Таким образом, покрытие на набережной проседает, образуя лужу. Сейчас рабочие решают эту проблему. Мы же сейчас ниже уровня получается, а весь грунт насыпной, видите, сами щебенка. Пропускаемость воды очень хорошая. То есть этим осложняется строительство, то есть и затягивается объект. Ну вот видите, сделали, вот вода идет, вот приходится это сделать. Учитывая особенность грунта и геологии региона, администрация города Саки предложила рассмотреть возможность увеличения срока завершения работ строительства набережной до первой половины 2019 года. Сегодня в присутствии Сергея Валерьевича Аксенова, главы Республики Крым, данные предложения будут рассмотрены. С нашей точки зрения, предложение администрации правильно. Все-таки достаточно сложное исполнение работ на данном объекте. Ну, из-за геологии, да? Из-за геологии, конечно. А вот жители уже с нетерпением ждут завершения строительства. Люди с восторгом наблюдают за таким масштабом работ. Для детей, для моих детей и внуков это прекрасное будущее. Это культурный центр будет. Здесь будет все благоустроено. Будет минеральная наша сакская вода. Будет приятно смотреть на тех приезжих жителей, гостей, которые приезжают и будут здесь получать удовольствие. Я просто счастлива. Одним из важных объектов инфраструктуры в городе Саки является строительство канализационно-очистного сооружения. Здесь применят новейшие технологии обработки. Мощность будет в 2 раза превышать его потребность. Строят его из перспективы на будущее. Новое сооружение сможет принять стоки из соседних курортных поселков. В первую очередь планируют запустить в начале 2019 года, вторую до конца того же года. Действительно, объем канализационно-очистных сооружений, который заложен, позволяет, в принципе, собрать, в общем-то, со всего побережья, да, и определенным образом по современной технологии уже обработать эти стоки. Почему не все вместе идет? Потому что предусмотрен КНС, но довод канализации нам придется осуществлять за счет денег раиповских, то есть нашего собственного бюджета республики. Соответственно, мы тоже понимаем, что нельзя объять необъятное, поэтому по каждой территории будут предусмотрены деньги, и в соответствующие годы мы будем строить эти, так сказать, подвод к очистным сооружениям. Кроме этого, чиновники осмотрели реконструкцию улиц и переулков, посмотрели, как строят разделительные дамбы Сакского лечебного озера. Там обустроят целый комплекс для передвижения инвалидов, велосипедного транспорта и электромобилей. Строительство этих социально-экономических объектов станет точкой роста для города Саки и позволит придать региону новый импульс развития туризма. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. В Симферополе начали восстанавливать уличное освещение. Сейчас работы проходят по улице Киевская на участке от Московского кольца до торгового центра Ашан. Заменят 51 лампу. Их мощность составляет 150 ватт. Завод-изготовитель гарантирует 10 тысяч часов непрерывной работы. Отремонтирует освещение еще на 10 улицах столицы. В советской школе номер 3 с крымско-татарским языком обучения необходима реконструкция. На сегодняшний день в здании не хватает учебных помещений. Система отопления работает с перебоями. Разобраться в ситуации выехал на место председатель Госкомнадзора Ленур Абдураманов. Султане Ситакаева расскажет подробнее. Изношенные, потрескавшиеся и прогнившие полы пришли в негодность. Вот что приходится видеть каждый день ученикам. Кабинетов на всех не хватает, и школьники вынуждены учиться в 2 смены. Кроме этого, в школе отсутствует спортзал. Уроки физического воспитания проходят в актовом зале. Здесь дети совмещают и спортивную, и творческую жизнь. За 44 года система отопления в здании не обновлялась, поэтому школа обогревается частично. Это не позволяет в полном объеме использовать все кабинеты для учебного процесса. Отопление само функционирует с момента открытия детского сада в свое время, сейчас школы, и ввиду естественного износа, скажем так, требуется замена, капитальный ремонт системы отопления. Сотрудники Госкомнадзора и местной администрации осмотрели учебные кабинеты и актовый зал. Заверили, реконструкция будет проведена. Реализовать все задуманное планируют за счет средств федеральной казны. Мы в ФЦП просим включить реконструкцию школы с целью увеличения мощности, минимум на 100 еще человек, и строительство спортивного зала в рамках этой реконструкции. И сразу же, конечно же, с ремонтом
системы отопления, вентиляции. Также председатель Госкомнадза встретился с лидерами общественного мнения и с имамами Советского района. Провел прием граждан в администрации поселка. Султанеси Такаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. Новые книги медиацентра пополнили фонд общеобразовательной школы села Тургеневка. Участникам мероприятия были представлены книги крымско-татарских классиков, современников, народные сказки, легенды, справочная литература, культура и история народов Крыма. Полученная литература поможет школьникам изучать крымско-татарских писателей и поэтов, а учителям формировать интересные уроки для учеников. Мы приехали сегодня в эту школу, где очень неплохо нас встретили, организовали хорошие мероприятия, показали свои возможности, а мы со своей стороны подарили 15 наименований крымско-татарских книжечек, начиная от детских сказок и кончая серьезными произведениями наших известнейших писателей. В интернете появилось видео Крымского моста с коптера. Строительство продолжается. Мостоотряды осваивают морские участки строительства железной дороги. На одном из них уже выполняется надвижка пролетов над акваторией. Крымский мост соединит два берега – Крым и Краснодарский край. Сумма работ оценивается в 227 миллиардов рублей. Полностью долгожданный проект будет завершен в декабре 2019 года. Зима на южном берегу. В районе Ангарского перевала с утра идет мокрый снег. Движение в этой части полуострова затруднено. Дорога скользкая, предупреждают пользователи социальных сетей. Снег также идет и в поселках между Алуштой и Ялтой. Уже произошло одно ДТП. Водитель ВАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением. Такая погода на ЮБК будет до завтра, прогнозируют крымские синоптики. Будьте осторожны. Это были все новости. На сегодня не прощаемся. До завтра.